Здравствуйте, меня зовут Неустроев Денис. Я ученик пятого класса Терекорской средней школы. Моя тема — белые пятна в истории рода Неустроевых по мужской линии. В течение 2 лет я с интересом изучал историю своей семьи по мужской линии, истории рода Неустроевых. Родословная Витек Неустроевых, частью которой является Николай Денисович и Анна Денисовна, изучена достаточно подробно. В схеме рода существуют пробелы в нашей битве. Цель — изучение неисследованных фактов рода Неустроевых по мужской линии. Задача первая — сбор информации, беседы с отцом, с родственниками, чтение, анализ книг о предках семьи Неустроевых, изучение архивных данных. Второе — составление картотеки. Третье — составление генеалогического древа рода Неустроевых по мужской линии. Четвертое — ввод собранных данных в программу древа жизни. Пятое — исследование материальных источников. Генеалогическое древо — это краткое, но наиболее наглядное отображение семейной истории в виде дерева, которое помогает проследить все родственные отношения. Перед вами этап составления родословной. Первое поколение Неустроевых Уст-Кириля проживал в местности Усть-Булуна. Основным его занятием было кузнечное дело. Второе поколение Неустроев Василий Кириллович, Хахарм Василий. Основной его деятельностью было разведение крупного рогатого скота, поголовье которого достигло аж до 1000 голов. Третье поколение Неустроев Трофим Васильевич и Неустроев Егор Васильевич. Интересно то, что они вдвоем были главой Байгантайского улуса. Неустроев Трофим Васильевич был прадедом великого писателя Николая Денисовича Неустроева, а Неустроев Егор Васильевич мой прапрадед. Женой Егора Васильевича стала дочь известного богача из Усть-Давданского улуса, Заблоцкая Мария Евсеевна. Она четвертое поколение Неустроевых, Василий, мой прадед, а пятое поколение Неустроев Виктор Васильевич, мой дед. Шестое поколение Неустроевых, Евгений Викторович, мой отец. Седьмое поколение Неустроевых, это мы. Все собранные данные мы ввели в программу древа жизни. После наших предков остались материальные источники. Первым из них является часовня. Стояла в Джахима-Вага и принадлежала Хахрыму Василию. До наших времен сохранился рисунок, сделанный Николаем Денисовичем Неустроевым в 1923 году. Вторым материальным источником является подземное хранилище. Стояло в Джахима-Вага и тоже принадлежало Хахрыму Василию. Хранилище состояло из множества отсеков, надежно укрепленных и обшитых бревнами. По этим коридорам вполне спокойно могла проезжать конная повозка с мясными тушами, мукой и маслом. Третьим материальным источником является именная печать и кольцо с рунической надписью. Были обнаружены в 2019 году Лукиным Сергеем Тимофеевичем на берегу озера в местности Джакима-Вага. Реликвии были тщательно обернуты берестой. На печати выгравированы буквы Е в Н. По предположению моего отца, печать и перстень были спрятаны Егором Васильевичем во время раскладывания. Там они пролежали более 100 лет. На серебряном перстне выгравированы рунические надписи. По данным доктора филологических наук Герасима Левина, на территории Якутии насчитывается около 25 полных надписей и около 40 рунических знаков. Но перси моих предков не учтены учеными, ведь они пролежали под землей более 100 лет. Фотография амбара из усадьбы известного богача из Заболотского с местности Белир-Бели, села Танда, с Усть-Тавданского района. Моему отцу подарил краевед Егор Андросов. В этом амбаре в 2011 году были обнаружены древние рунические надписи. На основании этого факта мы предполагаем, что перстень с рунической надписью принадлежал Марии Евсеевне, моей прапрабабушке. Она родом из семьи богачей Заболотских с местности Белир. По просьбе моих родных, исследователь древнетюркского языка и тюркской рунической надписи Кузьма Аполлонович Федоров расшифровал рунические надписи на перстне. Себя бабу ün. В переводе на русский это благословение означает: пусть растет взаимопонимание, основанное на разумном запрете всего негативного. Заключение. Первое. Изучив литературу, архивные данные и собрал материал родине Неустроевых.
по мужской линии с первого по седьмое поколение. Второе. На основе собранных данных материалов создав электронную версию родословной программы древорождения. Третье. Из материальных источников предположил, что кольцо с рунической надписью, найденное в местности реки Малага, в родовом уходе неустроевых, принадлежит Заблодской Марии Евсеевне. Четвертое. Начал изучение кольца с рунической надписью, ранее неучтенного учеными. Спасибо за внимание.